Приближается Международный день защиты детей. Считается, что это не просто праздник, а в первую очередь напоминание обществу о необходимости защищать права и здоровье ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Знаковая дата также подходящий повод поговорить о том, что делается в республике по поддержке материнства и детства. Прежде всего это касается введения медицинских учреждений, которые должны решить массу проблем. Репортаж нашего корреспондента Александра Лысака. Кабинет 3-го класса в детском туберкулезном санатории пустует. Школьникам не до занятий. На территории учреждения открывают новую спортплощадку. К Дню защиты детей у дошколят также появится место для игр. Здесь завершают последние работы. Для 200 маленьких гостей санатория есть все. Игровые комнаты, тренажерный зал, кабинеты для реабилитации. Ребята находятся здесь для профилактики, если кто-то из родителей болеет туберкулезом или из-за плохих анализов. В новое здание санаторий смог переехать в прошлом году. До этого ютились в старой деревяшке. Это вот такой первый санаторий, который был построен в постсоветское время. Даже на федеральном уровне. Вот федеральные санатории, они все тоже размещаются на старых базах. И глава республики, и председатель правительства, вот, в частности Галина Иннокентьевна Данчикова, они очень большую роль сыграли, чтобы именно был построен этот санаторий. Чьи рисунки? Не нарисовала там? В этом году в новое здание переехали работники и около 100 воспитанников дома ребенка. Проект обошелся почти в 500 миллионов рублей. У детей есть необходимые условия – от массажных и логопедических комнат до кабинета Монтессори педагогики, где ребята сами выбирают, во что играть. Учреждение находится в лесной зоне, поэтому отдых на природе теперь не является для воспитанников редкостью. Дети радостные, довольные. По детям видно, что они вот в таком большом здании. Даже у некоторых детей стали спокойные сны, дневные сны, ночные сны, из-за того, что пространство-то больше. Голова наверху и спина вот к заднему, то есть к нам смотрит. Еще один объект здравоохранения, появившийся за последние несколько лет в Якутии – Центр репродукции. Огромное число беременных мамочек говорит о доверии к специалистам учреждения. Будущие мамы не только узнают пол ребенка с помощью современных УЗИ-аппаратов или врожденные патологии у плода. Врачи помогают и в кризисных ситуациях, если женщина решила сделать аборт. А ведь центра могло и не быть. Несмотря на то, что на это здание было очень много претендентов, и образование, и культура, Галина Иннокентьевна остановила свой выбор на здоровье женщин. И вот это здание таким образом было передано в структуру здравоохранения. Сегодня здесь прикреплено порядка 46 тысяч женщин. Ежедневно у нас от 3 до 10 родов, и это очень приятно. 6-й этаж возводят строители перинатального центра. Он отвечает тем требованиям демографической ситуации, которые складываются в последние годы в Якутии, когда мамочки после родов вынуждены лежать в коридоре. Когда перинатальный центр откроют, то об этом можно забыть. Одним из направлений работы учреждения станет помощь женщинам с патологиями, а также страдающим бесплодием. Он рассчитан на 130 коек. Правительство республики вкладывает в проект 700 миллионов рублей. Подрядчиком выступает корпорация «Ростех». На строительной площадке ежедневно находится более 100 человек. Работа в буквальном смысле кипит. Контролируют процесс не только республиканские власти. В режиме онлайн за стройкой наблюдают и в Москве. Будущий перинатальный центр отображается в мониторах представителей дочерней компании «Ростеха». К сожалению, затягиваются сроки ввода объекта, ведь открыть центр должны в конце года. Проблема в предприятии «Гипроздрав», которое занимается проектной документацией. Строители получают планы здания поэтажно, а не полным блоком. Вот и получается, что, возведя один этаж, приходится ждать расчеты на следующий, когда наступает зима и стройка останавливается. Сейчас республиканскими властями отрабатываются различные варианты, чтобы успеть ввести перинатальный центр. Галина Иннокентьевна, она закрепила заместителя председателя правительства конкретно, за тем, чтобы вот этот объект отслеживался. И каждую неделю проводится селекторное совещание. Буквально вчера к нам приезжали представители Гипроздрава по проектно-сметной документации. В каждом недельном режиме отрабатываются вопросы именно для того, чтобы нам ускорить ввод этого объекта.
Новые объекты здравоохранения, современное оборудование, высококвалифицированный персонал. В Якутии это все делается не для галочки. В республике на первом месте стоит невыполнение федеральных и региональных программ. Здесь внимание уделяют самому главному – нашему будущему, детям и мамам, от которых зависит, какой станет Якутия. Александр Лысак, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.